Северо-Казахстанская область – это место, где сконцентрировано природное и историческое богатство. Природа Северного Казахстана многообразна и наполнена невероятными красотами, необъятные поля, сопки, густые лесные массивы и, конечно же, живописные реки с водоемами. Все эти места наполнены событиями прошлого. На юге области есть историческое место, которое привлекает внимание ученых всего мира. Это поселение Батай. И сейчас я вас приглашаю в зал эпохи энеолита, где мы познакомимся с одним из самых интересных, больших и наиболее изученных археологических памятников поселения Батай. Это областной историко-краеведческий музей. И я, Мусенко Кристина, ваш экскурсовод. Батайская археологическая культура датируется 4-3 тысячелетием до нашей эры. Выделена на ряде памятников Батай, Рощинская, Баландина, Красная Ярь, Васильковка. Гордостью нашей области и всей республики в целом является знаменитое поселение Батай. Расположен памятник на правом берегу реки Иманбурук в Артауском районе. Его раскопки начались в 1980 году, который возглавил Виктор Федорович Зайберт. Материалы памятника представлены в этом зале. Площадь поселения около 15 гектар. За период его существования было построено более 200 жилищ. Перед вами макет жилища батайцев. Это полуземлянка. Выкапывался котлован округлой формы, глубиной около 80 сантиметров. Глина шла на строительство стен, которые укрепляли с помощью костей животных. Сверху идет куполообразное деревянное перекрытие. Для утепления укладывали дерн, шкуры животных и глину. Обязательно оставляли дымоход, так как постоянно функционировал огонь. Вход в помещение был наземный. В результате раскопок были обнаружены сотни тысяч костей животных, и почти все они принадлежали лошади. Изучение остеологического материала показало, что в 4-м тысячелетии до нашей эры поселение Батай являлось центром доместикации лошади. Одомашнивание лошади дало нашим предкам немыслимое на тот период превосходство и произвело крупнейшую революцию в хозяйстве и военном деле. На сегодняшний день на территории памятника мы можем наблюдать остатки 80 жилищ, которые напоминают блюдцеобразные углубления диаметром до 6 метров. Исследования показали, что умерших хоронили на территории поселка в заброшенных жилищах, либо строили специальные погребальные камеры. Первые погребения удалось найти только лишь в 1983 году, спустя несколько лет с начала исследования. Не обошлось и без сенсаций. В одном из жилищ был обнаружен череп человека со следами прижизненной трепанации. Ученые до сих пор дискутируют о ее назначении. Было ли это хирургическое вмешательство или ритуальный культ. Батайцы вели комплексное многоотраслевое хозяйство, основой которого было коневодство. Занимались охотой, рыболовством, производством орудий труда, керамической посудой, предметами культа. Сырьевой базой для этого служили кремень, камень, глина и кость. Интерес к этому памятнику с течением времени только возрастает. Для сохранения историко-культурного наследия в 2018 году на поселении был создан Республиканский государственный историко-культурный музей-заповедник Батай.
В 2019 году на базе Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея был проведен международный симпозиум «Ботай. Культура Великой Степи». Около 100 полотен и этюдов, которые были созданы художниками из России, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, стали итогом масштабного мероприятия. Главный символ и бренд Северо-Казахстанской области в этом году преодолел отметку в 40 лет со дня исследования этого памятника. Он занял достойное место на сакральной карте Казахстана и получил статус памятника общенационального значения. Еще много интересных фактов можно рассказать об этом поистине уникальном памятнике. Но время нашей экскурсии подошло к концу, и я благодарю вас за внимание.